В таком случае слово предоставляется обращающей стороне Алмазбекову Тыляку Алмазбековичу. Прошу пройти к трибуне. И просьба ко всем выступающим говорить громче, ведется стенограмма. Иногда мы там ничего разобрать не можем. Еще раз доброе утро, уважаемые судьи. Включите, пожалуйста, микрофон. Он включен? Да, он только включен. С вашего позволения я, пожалуй, начну. Гражданство – это не просто юридический статус, это основополагающее право каждого человека. Наша Конституция, в частности, статья 51, прямо утверждает, что ни один гражданин не может быть лишен своего гражданства. Это принцип неприкосновенности. Гражданство является основополагающим в правовом государстве и должно соблюдаться без исключений. Оспариваемая норма допускает лишение гражданства лишь тех лиц, которые приобрели его, если она, по мнению государства, осуществляет деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности. Также хотелось бы отметить очень важный момент, то есть, что оспариваемая норма создает правовую неопределенность, поскольку не определяет четко, что означает деятельность, представляющая угрозу национальной безопасности. Эта формулировка является настолько общей и расплывчатой, что позволяет произвольное толкование. Мы можем представить ситуацию, когда обычный гражданин, занимающийся законной деятельностью, может быть безосновательно обвинен в угрозе безопасности, и его гражданство будет утрачено. Также в этом моменте я хотел бы привести еще один пример. Допустим, семья, уроженцы Кыргызстана, получает гражданство. У них, соответственно, сын, гражданин Кыргызстана, уезжает в Россию на заработки. Там он получает гражданство Российской Федерации и уезжает на СВО. Это будет ли считаться, что у него будут ли забирать гражданство в связи с этим Кыргызской Республики? Кроме того, такая норма нарушает принцип равенства, закрепленный в Конституции. Граждане, получившие гражданство по рождению, защищены от лишения, тогда как те, кто приобрел его, подпадают под подчиненное положение. Международные стандарты права однозначно заставляют, что лишение гражданства должно быть исключительным случаем и должно происходить только по четко установленным прозрачным принципам. Лишение без согласия – это фактическое лишение человека гражданства, потому оно должно осуществляться только в строго необходимых случаях, при наличии судебного решения, а не по недоказанным подозрениям. Давайте также вспомним, что подобные нормы рискуют привести к появлению так называемых апатридов – лиц без гражданства. Подводя итог, хочу подчеркнуть, нормы закона, допускающие лишение гражданства по широкой и неопределенной формулировке, противоречат не только Конституции, но и международным обязательствам Кыргызстана по защите прав человека. Мы должны помнить, что право на гражданство – это основополагающее право, и его ограничение не должно происходить произвольно или необоснованно. На основании мною сказанного прошу признать пункт 2.1 части 2 статьи 26 Закона Кыргызской Республики о гражданстве Кыргызской Республики от 21 мая, противоречащим части 1.2 статьи 23 и части 2 статьи 51 Конституции Кыргызской Республики, и отменить его действие. Спасибо.